раз, буквально там 2-3 статьи связаны, все необходимо разложить, что называется, по полкам. Значит, здесь по новому соглашению вопрос стоит о том, что непосредственно объекты, то есть сами дачи, сооружения, которые находятся на этой территории, эти объекты по новому соглашению передаются в собственность Российской Федерации в лице органа исполнительной власти. Да. Земля, вся земля вместе с заповедником и акваторией моря никому не отдается, остается собственностью народа Республики Абхазия и передается в аренду на 49 лет. В этом аспекте хочу вернуться к соглашению 1995 года, которое устанавливало безвозмездное пользование. Понятно. И теперь отвечаю на ваш вопрос. Что касается передачи самих объектов в собственность. Есть позиция, я сейчас точно не знаю, возможно, это и ваша позиция, Тенгиз, в том числе, что противников передачи объектов в собственность в связи с тем, что, как вы сказали, потом будут сложности забрать и так далее. Тогда у меня для самого себя есть вопрос. У нас огромное количество пансионатов, гостиниц, домов отдыха, которые мы со своей стороны, как государство, на праве собственности передали юридическим лицам, в том числе иностранным инвесторам. Здесь у нас выбор, и в том числе при дискуссии с нашими российскими коллегами, вот как мы должны отстаивать позицию того, что мы против передачи в собственность. Просто рассуждаю. Мы должны сказать, что касается конкретно этих 3 корпусов дачи, мы отказываемся передавать в собственность, но огромное количество пансионатов находятся в собственности, но не у российского государства, а у частных лиц, либо юридических лиц, за которыми, я, например, не знаем, кто стоит. 186 что касается, прошу гектаров прощения, я к гектарам тоже приду. Что касается самих объектов, в отличие от того примера, который я привел, пансионаты, переданные юридическим лицам, приватизированы, куплены, не знаю там по какому пути, юридическим лицам, и эти юридические лица, эти объекты могут использовать как хотят, потому что там владение, пользование, распоряжение. Конкретно вот эти объекты государственной дачи в Пицунде передаются только в целях обеспечения государственных мероприятий Российской Федерации и оздоровительного отдыха лиц, охраняемых ФСО. То есть даже владение, пользование и распоряжение, передавая в собственность, это соглашение ограничивает конкретным назначением. Тогда я задаю сам себе вопрос, не кому-то и не вам, Тенгиз, честное слово. Я хочу понять, в чем разница, в чем для нас риск того, что мы эти 3 корпуса отдаем Российской Федерации в собственность для целей проведения государственных мероприятий, мы говорим нет, а огромные пансионаты мы передали юрлицам. В масштабах? Во-первых, юрисдикция. Ни один инвестор. Я очень прошу, ваша тройка очень сегодня много говорит, давайте остальным.